Здравствуйте, зовут меня Кузнецова Галина Петровна, и расскажу я вам о причастии как особой форме глагола. Для определения понятия используем теннисный мяч. Назовите признаки мяча по форме, величине, цвету, качеству, назначению. Мяч какой? Круглый, маленький, небольшой, желтый, упругий, жесткий, теннисный. Какую часть речи мы для этого используем? Правильно, прилагательные. Какие признаки предмета обозначают эти слова? Временные или постоянные? Признаки постоянные. Произведем с мячом некоторые действия. Какой мячик? Дайте ему определение по действию, которое он совершает. Причастие совмещает в себе признаки двух частей речи. Это прилагательное и глагол. Прилагательное отвечает на вопрос «какой» и обозначает признак предмета. Глагол отвечает на вопрос «что делать», «что сделать» и обозначает действие предмета. Причастие отвечает на вопрос «какой», «что делающий», «что делавший», «что сделавший» и обозначает признак предмета по действию. Причастие от прилагательного берет род, число, падеж, синтаксическую роль предложения – это постоянные признаки. От глагола – вид, время, возвратность, переходность, управление существительным – это непостоянные признаки. Прием, помогающий отличить причастие от прилагательного. Прилагательное, качественное, можно заменить синонимом, а причастие – сочетанием местоимения, который плюс глагол, от которого оно образовано. Редкий лес – не густой лес, редеющий лес – лес, который редеет. Предложение причастия обычно бывает определением. Книга какая? Прочитанная. Является в предложении определением, подчеркивается волнистой линией. Книга прочитана. Какова? Прочитана. Является сказуемым, подчеркивается двумя чертами. Скошенная трава. Главное слово у нас трава. Трава какая? Скошенная. Это у нас одиночное причастие. Трава скошенная когда? Вчера. Причастие здесь имеет зависимое слово, поэтому образует причастный оборот. Листья какие? Опавшие с дерева, шуршат под ногами. Причастный оборот у нас стоит в середине предложения, поэтому с обеих сторон выделяется запятыми. Выделение причастного оборота зависит от положения главного слова. Если оно стоит перед оборотом, как в первом предложении, то выделяется запятыми. Если стоит сразу после причастного оборота, то запятые ставить не нужно. Опавшие с дерева листья. Листья является определяемым словом, поэтому запятыми не выделяется. Причастный оборот является предложение определением. Итак, когда же обособляется причастный оборот? Если стоит перед определяемым словом, пораженный этой мыслью, Степан сидел на крыльце. После определяемого слова Степан, пораженный этой мыслью, сидел на крыльце. При личном местоимении, пораженный этой мыслью, он сидел на крыльце. С добавочным обстоятельственным значением. Пораженный этой мыслью, Степан разинул рот. Отделенный от определяемого слова другими членами предложения. Пораженный этой мыслью, сидел Степан на крыльце. Также причастия бывают действительные и страдательные. Действительные обозначают признак того предмета, который сам что-то делает. Страдательные – признак того предмета, который испытывает на себе действие другого предмета. Сравните значение причастия в первом и втором столбике. Открывающий книгу мальчик. Мальчик сам производит действие, значит, это у нас действительное причастие. Решающий задачу ученик. Ученик сам решает задачу, сам производит действие, значит, это действительное причастие. Умывающийся малыш, который сам умывается, тоже действительное. Открытая мальчиком книга. Книга, которую мальчик открыл. То есть книга испытывает на себе действие другого предмета. Решенная учеником задача. Задача, которую решил ученик, испытывает действие другого предмета, страдательное причастие. Умываемый мамой малыш, которого умывает мама, испытывает действие другого предмета, страдательное причастие. Как различать действительные и страдательные причастия? Нужно определить смысловое значение причастия. Предмет действует сам,
Кто? Что это делает? Сам, само, сами. Выросшие цветы, цветы, которые выросли сами. Образуются при помощи суффиксов действительные причастия ущ, ющ, ащ, ящ настоящего времени и выше ша прошедшего времени. На предмет действуют другие предметы. Кем, что с ним сделали? Выращенные цветы. Кто вырастил цветы? Кем они были выращены? Это страдательное причастие. Образуется при помощи суффиксов ом, ем, им, две н, ен и буквы т. Действительные причастия образуются от глаголов первого спряжения при помощи суффиксов уч, ющ, от глагола второго спряжения при помощи суффиксов ащ, ящ. Страдательные причастия также образуются от глаголов первого спряжения при помощи суффиксов ем, ом и от второго при помощи суффикса им. Действительные причастия прошедшего времени образуются при помощи суффиксов вш, ша, и страдательные причастия прошедшего времени образуются при помощи суффиксов ен, йон, две буквы н и буквы т. Как написать безударное личное окончание глагола? Нужно поставить глагол в начальную форму, что делать, что сделать, посмотреть, на что оканчивается глагол. Если глагол оканчивается на «ить», то это глагол второго спряжения. Все остальные будут относиться к первому спряжению. Слова исключения: брить, стелить. И ко второму спряжению относятся слова исключения: это смотреть, видеть, ненавидеть, зависеть, обидеть, терпеть, вертеть, гнать, держать, дышать, слышать. От какого глагола образовалось причастие? Как определить, какую гласную нужно писать? Значит, мы должны определить, от какого глагола образовано: клеющий или клеящий. Образовано от глагола несовершенного вида клеить. Определить спряжение глагола. Это второе спряжение, так как оканчивается на «ить». Поставить глагол в третье лицо множественное число. Они что делают? Клеят. К основе глагола настоящего времени добавить суффиксы уч, ющ, если глагол первого спряжения, или ащ, ящ, если глагол второго спряжения. Так как у нас глагол относится ко второму спряжению, значит мы пишем букву я. Клеящий. Брезжущий образуется от глагола первого спряжения, значит мы пишем букву о. Причем это глагол у нас исключение. Подведем итог. Причастие – это особая форма глагола, которая обозначает признак предмета по действию и отвечает на вопросы прилагательного: какой, какая, какое, какие. Облака какие? Плывущие. Дом какой? Построенный. Спасибо за внимание. До новых встреч!